С основным докладом выступил первый заместитель генерального прокурора Дамир Квицинья. Он рассказал о состоянии законности и правопорядка и о работе органов прокуратуры за прошедший год. Всего в 2021 году было выявлено 250 нарушений законодательства. За аналогичный период 2020 года – 91 нарушение. Работа была сосредоточена на вопросах соблюдения налогового, бюджетного и административного законодательств, а также законодательства о здравоохранении и иных нормативно-правовых актов. При производстве плановой проверки Управления образования администрации города Сухум, а также отдела образования администрации Гагарского района на предмет соблюдения закона Республики Абхазия об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия, наряду с нарушениями бюджетного законодательства и налогового законодательства выявлены нарушения закона о бухгалтерском учете, а также нарушения законодательства, регулирующего порядок сдачи государственного имущества в аренду за период с 2016 по первое полугодие 2020 года. Значительный объем работы проведен по материалам контрольной палаты в части нарушений целевого расходования бюджетных средств. По результатам проверок Следственным управлением Генпрокуратуры возбуждено одно уголовное дело, внесено одно представление, принесено 2 протеста на противоречащие законодательству нормативно-правовые акты. В бюджет возмещена сумма в размере 1 миллиона 400 тысяч рублей. В действиях бывшего председателя комитета по репатриации, инженера технического надзора фонда репатриации, директора подрядной организации «Ремстрой» были усмотрены признаки преступления, предусмотренной части 4 статьи 156. Так, действием указанных лиц причинен ущерб государству в размере 22 миллиона 742 тысячи 445 рублей. По данному факту Следственным управлением Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело. Также нарушения выявлены при плановых проверках в части целевого и эффективного расходования бюджетных средств в 2019-2020 годах при реализации инвестиционных программ. Проверке были подвергнуты 13 объектов строительства. По результатам проверки в исполнении работ на объекте реконструкция Ткварчалской ЦРБ по выявленным нарушениям Следственного управления Генпрокуратуры направлено 2 материала для принятия процессуального решения. Нарушения в части эффективности и целевого использования бюджетных и внебюджетных средств также выявлены прокуратурой Гулирипского района при проверке выполнения работ на объекте капитальный ремонт спортивного зала в селе Пшап Гулирипского района. По результатам проверки в действиях директора ООО «Строймастер», осуществлявшей подрядные работы на объекте, усмотрены признаки преступления, предусмотренные статьей 156 Уголовного кодекса. В настоящее время проводится проверка в порядке статьи 143-144 УПК Республики Абхазия. Что касается работы правоохранительных органов Абхазии, всего в 2021 году было зарегистрировано 723 преступления, что на 39 меньше, чем за аналогичный период 2020 года. По регионам наблюдается уменьшение количества зарегистрированных преступлений. В Гудаутском районе на 26 единиц, 85 преступлений напротив в 2020 111. И в городе Сухум на 20 единиц, 204 преступления, за аналогичный период 224. При этом число зарегистрированных преступлений увеличилось в Гагарском районе на 25 единиц. В 2021 году 149 преступлений, за аналогичный период прошлого года 124. И в Ткварчалском районе на 13 единиц, 26 преступлений напротив 13 в 2020. С 2020 года наблюдается тенденция уменьшения зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений. С отчетом за прошедший год выступили прокуроры районов и городов республики. В сфере незаконного оборота оружия в 2020 году было возбуждено 12 дел. За отчетный период времени 2021 года 38 уголовных дел. Также аналогично проглядывается рост в сфере незаконного оборота наркотических средств. В 2020 году 34 уголовных дел было возбуждено по городу Сухум. За 2021 год 48 уголовных дел. В настоящее время в производстве судебного управления находится около 15 уголовных дел. Самые резонансные среди них – тройное убийство на набережной, убийство гражданина Барциц в городе Гагра, разбойное нападение на Ткварчалскую ЦРБ и ряд других. В Сухумском городском суде находится дело по республиканской больнице, тоже на стадии предварительного слушания. Также ряда других уголовных дел, находящихся в Верховном суде. Это похищение гражданки дочери, убийство Озган,
также отмененное дело Верховным судом на повторном рассмотрении и похищение Мирцхулава со стороны Попава и Зухпа. К сожалению, ряд этих уголовных дел принял заволокиченный характер. Мы рассматриваем эти дела уже, некоторые дела свыше 2 лет. Дело по факту набережной уже более 10 месяцев находится в производстве суда. Основная трудность, с которой сталкиваются государственные обвинители в рассмотрении данных резонансных дел, это отсутствие взаимодействия с потерпевшей стороной. Мы уже практически сделали том постановлении, можно сказать, которое направлено в МВД Республики Абхазия о направлении принудительных приводов. К сожалению, МВД не исполняет эти принудительные приводы, ссылаясь на то, что среди свидетелей женщины, и их доставить невозможно. Дополнительными трудностями также у нас является то, что взыскание ущерба, о котором мы просим, в том же проблема у нас в республиканской центральной Тверчейской больнице, где вынесен обвинительный приговор, но при этом иск на более 1 миллиона рублей никому не интересен. Ни Тверчейская больница не заявляет, ни Кабинет министров, ни Национальный банк, куда бы мы ни обращались, категорически отказываются быть потерпевшими, говорят о том, что это не им причинен ущерб, а куда нам эти деньги. В итоге суд отказал в связи с такими исками. Также и вот по хищениям, связанным с Бонду Ачба, также такая же проблема была. Секретарь Совета безопасности Республики Сергей Шамба дал положительную оценку работе правоохранительных органов, однако сделал ряд замечаний. Если вы следите за дебатами, которые происходят на телеэкранах по поводу выборов, Народное собрание, постоянно звучит вопрос о коррупции. Во всех выступлениях людей этот вопрос волнует, и вопрос задается обычно: а кто сидит вообще по этим видам преступления? Нам нужны результаты. Я не за то, чтобы там головы рубить, сажать и так далее, но те люди, которые залезли в карман народный, они должны за это отвечать. А мы видим, что ни компенсации, как это бывает, есть такая практика мировая, когда компенсируют ущерб, нанесенный обществу. И этого нету, и заключения под стражу нету. Но сейчас в большей степени, я думаю, этот вопрос общественность волнует. Поэтому нужно все-таки здесь большую принципиальность проявлять. Итоги работы за 2021 год подвел генеральный прокурор Адгур Агырбам. По его словам, самым острым и актуальным вопросом на сегодняшний день остается коррупция. У нас было принято решение по многим делам коррупционной направленности. Там, где был причинен ущерб государству, от 1 миллиона рублей до 150 миллионов рублей и более. Часть из этих уголовных дел уже направлена в суд для рассмотрения по существу. Сегодня уже судьи приступили по некоторым из них к процессу. Мы очень внимательно будем следить за этими делами. Там дела, которые расследовались 1,5–2 года и более. И почему так долго это происходило, это связано с экспертизами. Я бы хотел обратиться и к судебному сообществу тоже, попросить, чтобы максимально внимательно они оценили доказательства по этим делам и вынесли по ним справедливое и объективное решение. На мой взгляд, от таких решений в дальнейшем будет зависеть вообще состоятельность правоохранительной системы в целом. И судебная ведь власти в стороне не останется. И мы бы очень хотели, чтобы была объективная оценка. Строгое наказание, суровое наказание должно быть по таким делам. Нужно создавать прецеденты. И если это не произойдет, тогда я буду считать для себя, что мы сегодня несостоятельны, и мы не способны исправить ситуацию. Хотелось бы еще отметить службу ГАИ относительно смертей на дорогах в этом году. В прошлом году, в 2021 году, за отчетный период их стало гораздо меньше. На мой взгляд, мы прекрасно взаимодействуем, МВД и Служба государственной безопасности. По результатам коллегии принято решение, которое в последующем будет направлено начальникам управлений и отделов Генеральной прокуратуры, прокурорам на местах для исполнения. Эсма Гуланзе, Раму Камке, Абхазское телевидение.